Химохим эффективен при сахарном диабете. И я хочу вам представить отзыв. Э, Молодая девочка, сахарный диабет первого типа, великолепный результат. Слушайте. Да, мы тоже не обращаемся к медикам уже давно, и Расскажите, особенно когда с вами вот познакомились. расскажите, Оксана, у вас, потому что у вас такой случай потрясающий. Расскажите про свою дочь. Мгм. Да, у моей дочери сахарный диабет первого типа. Это как раз-таки вот сложный такой путь диабета. Его Ирина Петровна мне посоветовала, говорит, ни в коем случае инсулин. Ее сразу же на инсулин, моментально. Моментально ее Нет, вы госпитализировали. немножко расскажите вот историю, когда обнаружили, что было. Мгм. Первый приступ у моей дочери был, когда ей еще даже 2 лет не было. Мгм. Вот, уже были первые признаки, первые приступы. Мы ничего не могли сделать, мы не могли понять, что с ней происходит. В итоге мы дошли вообще до института педиатрии. Мгм. Профессор такой уже в годах, ему лет 80, он посмотрел и говорит, у нее поджелудочная, ее нужно на учет, ее нужно в больницу. Вот. Но он, так как была большая очередь, и там только по предзаписи, он быстренько там назначил какие-то препараты, мы ее быстро поставили на ноги. И я поняла, что с тех пор мне нужно ее держать на БАДах. Я не понимала, в чем дело, почему ей плохо. Я уже с того времени ее постоянно кормила БАДами. Примерно вот понимала, что нужно делать, и постоянно кормила БАДами. Потом у нее серьезный приступ произошел, когда ей было лет 7. Лет 7 она у меня чуть в кому не впала. Вот такой приступ у нее прям серьезный был. И у нее был высокий сахар. Когда я врачам нашим, где мы в поликлинике стояли на учете, я говорю, почему у него такой сахар-то высокий? Они говорят, сейчас поменялись показатели. То есть раньше применялись такие показатели, сейчас применяются такие показатели. С вашим ребенком все нормально, это пройдет, перерастет, все будет хорошо, это пройдет. Но чем больше она росла, тем больше у нее повторялись приступы. Вот. А когда у нее наступил переходной период, она на ровном месте стала падать в обмороки. Просто отключилась, и вот шла, и все, ей стало плохо, моментально. Опять-таки, хождение по медикам не дало никакого результата, да? Вообще ничего не дало. И чем старше она становилась, тем хуже ей становилось. Я понимала, что я просто в один момент могу ее потерять. Вот. А потом, когда я уже к вам обратилась, я говорю, почему она падает у меня, что с ней такое? И когда мы начали проходить обследование, у нее, оказывается, вовсю прогрессирует сахарный диабет. Я ее пытаюсь какими-то там непонятными БАДами поддержать ее состояние, но я-то не медик, я же не понимаю, как это делать. Вот. И сразу же мы начали принимать же вот этот вот химохим, прям он у нас дома не заканчивается. Мы начали по чайной ложечке принимать 4 месяца, мы пропили прям курсом, а потом вспомнили, выпили, не вспомнили, не выпили, то есть такого прям графика приема нет. И она не знает, что такое, у нее лежит глюкометр, да, он называется, который вот меряет. Он у нее лежит, она им практически не пользуется. От случая к случаю, конечно, мы проверяем, у нее сахар держится 5,2, 5,4, вот такой вот у нее уровень, вот не выше, не ниже. Ноги у нее прошли, у нее она молодая, у нее вот такие ноги были прям, знаете, как колотушки, отекшие, постоянно болели. Вот, и постоянно вот эта болезненность у нее, да, мы не могли понять, ну что она такая у нас, ну почему. И пока вот не установили, а когда уже установили конкретно, что у нее инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, нас моментально сразу посадили на инсулин. Вот представляете, прям моментально. И в открытую говорили, если вы не будете его применять, вы умрете, вы просто умрете, все, другого пути нет. Я говорю, ну есть же другие пути. Нет, других путей нет. И вот, в общем, мы так и стоим на учете, должны каждые полгода ложиться в больницу, но мы туда даже нос не показываем. Мы туда даже не приходим. Вот. И карточка там у нас лежит, учет у нас там стоит. Вот. И мы туда даже не заходим. Мы прекрасно 1,5 года уже живем на химохиме, нас это устраивает. Общее состояние организма шикарное. Вот. И поэтому я не боюсь об этом говорить, потому что оно помогает. Все-таки это не второй тип, это первый тип. Вот. И даже рекомендую вам вот его применять. Он не такой уж и дорогой, да, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь.